Добрый день, в эфире новости, в студии Джангал Мырза Дуйшинбекова. Многогранная беседа о главных направлениях развития в стране состоялась у президента Сооронбая Жээнбекова с помощником генерального секретаря Организации Объединенных Наций по политическим вопросам Мирославом Йенчем. Прежде всего, глава государства выразил признательность за поддержку и участие в выставке, посвященной 90-летию писателя и дипломата, нашего соотечественника Чингиза Айтматова, которая прошла в сентябре в библиотеке ООН в Нью-Йорке. Собеседники также говорили о том, как в нашем государстве идет работа над сохранением межэтнического согласия и консолидацией общества для борьбы с любыми проявлениями нетерпимости. Президент рассказал Мирославу Йенчу о проектах по развитию регионов, которые сегодня стоят в приоритете у государства, и назвал ключевые позиции, утвержденные над стратегией развития 2040. Кроме того, по словам Жээнбекова, за последний год он много встречался с представителями бизнеса и гражданского общества, молодежью и донорами в планах провести конструктивную беседу с бывшими главами правительства и спикерами парламента. Кроме этого, президент выразил надежду, что на донорской конференции, которая пройдет весной 2019 года, в нашей стране обязательно примут участие представители ООН. Мы рады приветствовать вас в Бишкеке. Я рад, что вы приняли наше приглашение в наше время посетить Кыргызстан. Частый контакт это говорит о том, что у нас очень высокий уровень доверия, и этот показатель самого высокого уровня сотрудничества Кыргызстана и ООН. Я, пользуясь случаем, хочу вам выразить признательность за вашу поддержку и участие в открытии фотовыставки нашего знаменитого земляка Чингиза Айтматова, который проходил в стенах ООН, в библиотеке ООН 24 сентября. И мы благодарны, он прошел на очень высоком уровне. Здесь, в Кыргызстане, были очень хорошие отзывы, потому что Чингиза Айтматова весь Кыргызстан уважает. Мы рады, что в стенах ООН прошла фотовыставка нашего знаменитого земляка. Только что мы провели очень обстоятельную беседу с господином президентом Жээнбековым. И, кстати, одной из тем была как раз тема толерантности, тема роли ислама. Я подчеркнул действительно очень высокое значение сегодняшней конференции и ее важность для глобальной дискуссии, потому что мы находимся в мире, который развивается очень быстро. И мы видим очень много проявлений ненависти, очень много проявлений такой религиозных противостояний. Я думаю, что эта конференция, как раз и сегодняшняя дискуссия показала то, что религия и ислам в частности может играть очень важную роль в продвижении мира, в продвижении развития очень конструктивных отношений, так внутри стран, как и между странами. Двойная выплата из бюджета – это слишком, заключил депутат Табалды Тилаев, который накануне в ходе обсуждения бюджета республики на следующий год посоветовал главе правительства и соцфонда пересмотреть порядок выплаты пенсии работающим пенсионерам. В частности, тем, кто, достигнув пенсионного возраста, продолжает работать на госслужбе. В качестве примера он привел сотрудников силовых структур, многие из которых на пенсию и вовсе выходят в 30-35 лет. Как оказалось, работающих пенсионеров около 40 тысяч. Но нарушений в этом нет, пояснил глава Кабмина Мухаммедкалый Абулгазиев. Многие должности можно занимать до 65 лет. Тем более, что государству нужен опыт этих госслужащих. С этим доводом Табалды Тилаев согласился, но пенсию таким гражданам рекомендовал отменить.
Ал кишилердин тажрыйбасы сөзсүз бизге керек. Мисалы сөзсүз керек, мисалы генерал болобу, ким болот. Безусловно, опыт пенсионеров необходим стране. Например, генералы и им подобные. Я говорю о госслужащих. Но раз они получают зарплату за счет бюджета, тогда нужно приостановить выдачу пенсии на время работы. Пусть получают либо зарплату, либо пенсию. Нужно срочно решать этот вопрос. 40 тысяч человек – это много. Более 1 миллиона гектаров земли Кыргызстана занимают лесные угодья. И этот ресурс не приносит никакой пользы для развития экономики страны. Лесхозы, территории большинства которых давно заброшены и находятся в сложных климатических условиях, сегодня благодаря проекту японского агентства международного сотрудничества JICA пытаются снова ввести в строй. Спустя 3 года активной работы в рамках проекта из выращенных там фруктов и лесных ягод производят варенье и джемы. Только урожай этот получает из новых для Кыргызстана сортов плодовых деревьев, способных приспособиться к столь суровым природным условиям. Делятся опытом японские специалисты и с фермерами, показывают свои методы заготовки корма для скота, а еще делятся секретом, как можно спасти портящиеся запасы сена. Проект развития сельского бизнеса на основе лесной продукции – это продолжение официальной помощи японского агентства международного сотрудничества JICA развитию сельского хозяйства в Кыргызстане. Японские специалисты обучают местных фермеров сажать и выращивать на экспериментальных участках породу низкорослых деревьев, дающих высокую урожайность. Трудность в том, что никогда до этого такие деревья не выращивали в местных климатических условиях. Мы обучили, как выращивать новые для этой местности виды саженцев яблок, сливы и 2 сортов черешни. В местных условиях она отлично адаптировалась. Прирост очень хороший, несмотря на тяжелые почвенно-климатические условия. Кроме предоставления саженцев, мы работаем также в секторе развития переработки и помогаем обеспечить маркетинг и сбыт этой продукции. Главным принципом японского менеджмента является контроль качества, чтобы люди сажали качественные саженцы и могли получать стабильный доход. Например, по дороге в Каракол вы уже можете увидеть много садов карликовых деревьев. С местными фермерами японские специалисты работают с 2009 года. За это время было проведено 6 километров трубопровода для ирригации земель. Были реанимированы некоторые скважин. В советское время в Балахчинском лесхозе их было более 100. Кроме этого, японские специалисты помогают крестьянам с ремонтом сельскохозяйственной техники. Эти саженцы выращены на зона свободна от вирусов, то есть virus-free zone. Даже такой сертификат предоставили. Мы видим, что саженцы очень хорошие, качественные, приживаемость очень большая. Для того, чтобы эффективно использовать водные ресурсы, на базе этого лесхоза проведен тренинг по использованию капельного орошения. То есть вот это все материалы это местного производства. Люди на начальном этапе могут это использовать. И в принципе эффект от капельного орошения уже можно наглядно это видеть. Из около 5000 гектаров лесных угодий, существующих в хозяйстве, 1500 были сданы в аренду. По словам лесника Матраимбека Аскарова, карликовые породы в прошлом году посадили только на территории 2 гектаров. Проба принесла очень хорошие результаты. Сравнение нашим сикульским апортом одинаковые. И мы с удовольствием это пробовали, понравилось нам. Плоды в этом году мы получили более 30 штук каждого яблони. А здесь мы сажали пробный этот. Ну, если размножать, и получается с гектара где-то около 3 тонн, 300 тонн можно получать. В деньгах это килограмм по 50 продать на месте. Хорошие выгоды. В фермерских хозяйствах Исыкатинского района специалисты агентства обучали правильной заготовке силоса – корма для домашнего скота в зимних условиях. Зимний корм для молочного скотоводства имеет очень важное значение. Его качественное приготовление может поднять производительность молока до 30% в зимний период. Как рассказали японские специалисты, качество определяют по вкусу, цвету, запаху, кислотно-щелочной среде и температуре. Смотрите, я сам на себе это вкус ощущаю, потому что пока человеку не понравится, корове оно на пользу не пойдет. Поэтому
Если применять всю технологию, это очень чистое и оно даст приятный вкус. По словам местных фермеров, заготовка кормов в Кыргызстане проблема номер один. После советского времени этим почти никто не занимается, даже при очевидной экономической выгоде. С одного гектара люцерна, так скажем, да, люцерна, вы же знаете, с одного гектара можно в год получить 9 тонн, если 3 раза косить, да? А силос, если кукурузу сажать, минимум 35, а так до 50 тонн можно взять с гектара. Получается себестоимость ниже. Например, мы в наше хозяйство посчитали, 1 килограмм силос нам обошлось по 70 тыин, а люцерна по 5 килограмм. Какая разница, да? Кроме того, японские специалисты продемонстрировали, как можно реанимировать уже испортившееся сено для крупного рогатого скота. Достаточно его обработать мочевиной и накрыть целлофаном. Через 40 дней ячменная солома снова станет пригодной к употреблению. Боты Сайфдиас Сакинбаев, НТС. Мощный взрыв произошел на трассе Бишкек-Ош. Прямо на ходу взорвался газовоз. Водитель успел выпрыгнуть и остаться в живых. Происшествие, по словам очевидцев, произошло на 260-м километре стратегической трассы. Машина с цистерной марки «Рено» ехала из Бишкека в направлении города Ош. В ущелье Чечкан у газовоза лопнуло колесо, после чего автомобиль завалился на бок, а цистерна с газом взорвалась. Топливо выгорело полностью. В емкости было почти 19 тысяч кубических метров газа. ДТП произошло днем. К месту оперативно прибыли инспекторы отдела обеспечения безопасности дорожного движения и пожарные. Пока последние тушили горящий грузовик, движение на дороге было остановлено. И пока на этом все. Всего доброго и до встречи в эфире.